Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях вторника, 3 ноября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Ленская районная больница получила средства на приобретение экспресс-тестов. А в Амгинскую ЦРБ уже доставили новое медицинское оборудование. Перечислим, какое. Каникулы у школьников и рост числа заболевших COVID-19. Дети все чаще приносят инфекцию в дом. Чем занять ребенка во время каникул? Завтра в России отмечают День народного единства. В Якутии из-за пандемии праздник пройдет в онлайн-формате. В программе много интересных мероприятий. Путешествие в Советский Союз могут совершить жители Алдана. Там открылась выставка в детской городской библиотеке. А в Якутске готовятся к открытию уникального арт-объекта «Здесь был». Наш корреспондент побывала в мастерской, где идут последние приготовления перед установкой. 195 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. Из них в Якутске 110 случаев, в Вилюйском районе 11, в Мегино-Кангаласском 10, в Алданском районе 8, в Нерюнгринском 7 заболевших. Единичные случаи коронавируса также зарегистрированы в 19 районах республики, сказала она. За прошедшие сутки скончались 2 пациента с COVID-19. Хотелось бы сказать, что сегодня у нас большое количество обращений, но тем не менее надо отметить, что за последнюю неделю практически в 5 раз снизилось количество звонков на горячую линию, что говорит, конечно, о стабилизации процесса. Я хотела бы обратить еще максимальное внимание на то, что необходимо продолжать применять все меры, которые были подписаны указом главы, начиная с самоизоляции лиц с заболевшими по ОРВИ, заканчивая ношением масок, социальным дистанцированием. 3 миллиона рублей Ленской ЦРБ выделила районная администрация на приобретение экспресс-тестов на ковид. Первые 2000 тестов для выявления коронавирусной инфекции поступят в районную больницу уже в конце этой недели. Медики отмечают, что они надежные и при этом в использовании требуют намного меньше времени, чем прежние. Новая система тестирования разработана российскими медиками. Действие тестов основано на ПЦР-диагностике выявления коронавируса. Преимущество этой системы тестов в том, что они готовы к применению в стандартных лабораториях и не требуют дополнительного оборудования. Экспресс-тесты будут направлены и по отдаленным районам в поселке Витим и Пеледуй. В этих населенных пунктах также зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Закупая эти системы, мы облегчим диагностику. Ускорим диагностику, чтобы диагностировать правильно все состояния, которые у нас есть. Это внебольничная пневмония, расценивать правильно. И своевременно контролировать состояние, своевременно производить выписку, лечение в амбулаторных условиях, чтобы проходило на правильном уровне. А в Амгинскую центральную больницу уже доставили новое медицинское оборудование. На приобретение 2 кислородных концентраторов были выделены средства из районного бюджета по решению оперштаба. На сегодняшний день количество такого оборудования достигло 10 единиц. Также были закуплены 10 пульсоксиметров за счет спонсорской помощи, а также 250 экспресс-тестов на собственные средства больницы. На днях доставили нам кислородный концентратор. Это по линии администрации Амгинского района, где мы обратились с вызовом оперативный штаб о том, что нам необходимо кислородные концентраты для оказания медицинской помощи пациентам, которые находятся на стационарном лечении. Кроме этого, мы приобрели ИХ-анализаторы за счет больницы, 250 единиц. Сейчас мы будем проводить это ИХ-исследование экстренным больным, которые поступают в стационар или ездят на плановые обследования. В связи с пандемией в Якутии улучшится работа волонтеров. Центр по работе с волонтерами республики в этом году стал победителем в 2 грантовых конкурсах. В рамках одного из грантов создается новый ресурсный центр добровольчества, который объединит все подобные центры.
Напомним, еще 18 марта волонтеры начали свою деятельность. Более 2500 добровольцев вступили в ряды волонтерского движения и приняли участие во всероссийской акции «Мы вместе». Каждый день они помогали пожилым людям, доставляли продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости. А уже сегодня в Якутии более 800 волонтеров занимаются этой работой. На сегодняшний день оказано более 29 тысяч помощи. Из этого числа 20 тысяч была оказана продуктовая помощь в виде однократного продуктового набора пожилым старше 65 лет. Эта акция продуктовая помощь распространялась не только на территории города Якутска, но и на территориях районов, где был установлен ковид. В Якутске наблюдается рост числа заболевших COVID-19 среди детей. Глава Якутии А.С. Николаев выразил уверенность, что это связано прежде всего с каникулами, которые начались в городских школах. Илдархан поручил главам районов взять на контроль вопрос соблюдения ограничительных мер среди несовершеннолетних. Ну а чем занимаются дети во время каникул, узнавала наш корреспондент Юлия Михайлова. В торговый центр зачем пришли? Подарок к учительнице выбирать. Таких школьников в одном из торговых центров столицы встретилось немало. Каникулы в школах столицы и ряда районов начались 26 октября. В остальной части региона со 2 ноября. Предполагалось, что двухнедельный перерыв в учебе станет преградой для распространения коронавирусной инфекции. Не следует ради развлечения посещать торговые центры, кинотеатры, развлекательные площадки, не ездите на общественном транспорте, не собирайтесь компаниями. Дома можно заняться другими полезными делами, например, повторить пройденный материал и узнать много нового. Как показала практика, вирусную инфекцию дети переносят легко, но становятся переносчиками заболевания для своих родных. Об этом помнят ответственные родители. Никуда не ходили, дома сидим, книги читают, в библиотеку раз ходили. Если он знает, что нельзя, так и дома сидит. Общаться с одноклассниками и друзьями, проявить свои таланты, повысить свой образовательный уровень. В эти каникулы придется по сети. Воспитательная работа в школах переведена в режим онлайн. Очень много площадок. Всю информацию можно найти на сайте Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и на сайтах подведомственных организаций. На школьных сайтах столицы почти ежедневно проводятся те или иные мероприятия. Дети рисуют, поют, танцуют. Все это происходит с помощью интернета. Школьники 29-й школы выкладывают в Инстаграм кулинарные шедевры. Данные мероприятия проходят через WhatsApp-группы, а также через официальный сайт школ и Инстаграм-страницы тоже образовательных учреждений. Тем самым учителями проводится усиленная работа для того, чтобы дети были заняты интересными, полезными делами и не находились в общественных местах. Но сколько бы ни было таких мероприятий в школе, не все ученики могут усидеть дома. Их тянет на улицу в места, где много народу. А там, где многолюдно, есть риск заразиться опасным вирусом. Говорили, что во время каникул надо дома сидеть? Нет, ничего не говорили. Ты вообще не в курсе, да? Нет. Когда ребенок без особой надобности находится в торговом центре или общественном транспорте, об этом должны задуматься родители. Сама не сталкивалась с такой проблемой. Надеюсь, такого не будет, но чтобы у ребенка интересы были, ребенок у меня занимается дома музыкальными инструментами, настольные игры занимается. Сидит один, и мы с папой работаем. Юлия Михайлова, Георгий Григорьев. Новости. Якутск. Вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина находится с рабочим визитом в Вилюйской группе районов. Там зампред проверяет, как ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, а также контролирует строительство соцобъектов. Накануне Ольга Балабкина ознакомилась с ходом строительства психоневрологического дома-интерната в селе Сосновка, который будет введен в эксплуатацию в следующем году. Также в Сосновке она посетила новый модульный ФАП, после чего зампред провела совещание с главами поселений и оперативным штабом Вилюйского района. Сейчас короткая реклама, мы продолжим буквально через 1 минуту. Смотрите далее на канале Якутия-24. Завтра в России отмечают День народного единства. В Якутии из-за пандемии праздник пройдет в онлайн-формате. В программе много интересных мероприятий. Путешествие в Советский Союз смогут совершить жители Алдана. Там открылась выставка в детской городской библиотеке. А в Якутске готовятся к открытию уникального арт-объекта «Здесь был». Наш корреспондент побывала в мастерской, где идут последние приготовления перед установкой.
Продолжаем нашу программу. Завтра Россия отметит День народного единства. В этом году из-за сложной эпидситуации в Якутии праздник пройдет в онлайн-формате. В программе мероприятий концерты, показы фильмов, викторины, молодежные акции. Так, в праздничный выходной день пройдет виртуальная выставка «День народного единства». Викторина «Россия – это мы», всероссийский хомусный диктант. Праздничные концерты, спектакль «Путь святителя», фотовыставка «Многоликая Якутия», урок межнационального общения «Россия – Родина моя» и другие мероприятия. В канун Дня народного единства якутским врачам вручили госнаграды за борьбу с пандемией. Сегодня весь мир борется с коварной болезнью, которая затрагивает все сферы жизни. С начала распространения коронавирусной инфекции медработники находятся на передовой. Врачи, медсестры, санитары – каждый день они борются за жизни якутян. Сегодня почетное звание «Заслуженный врач Республики Саха-Якутия», «Заслуженный работник здравоохранения», грамота главы республики, благодарность президента России, а также знак отличия «Гражданская доблесть» были присвоены 21 работнику системы здравоохранения региона. Когда у нас началась в республике эта болезнь, коронавирусная инфекция, на моем участке уже были первые дети. И с первых дней поэтому мы в поликлинике работаем с этой коронавирусной инфекцией. Первые дни, конечно, было очень тяжело, а потом уже у нас было очень много наставников, врачей и инфекционист наш, и все они очень нам помогли. Все условия у нас созданы, сейчас специально у нас сделали на филиале на Семена Данилова специальную красную зону, и все врачи и медсестры сейчас оттуда выходим, там работаем. Также в честь праздника в столице республики начал свою работу 4-й межрегиональный форум «Диалог народов. Диалог культур». В этом году он посвящен 75-летию Великой Победы. В период до 8 ноября представители общественности встретятся на онлайн-площадке Zoom, где пройдут дискуссионные мероприятия, круглые столы и флешмобы. Состоится и этнографический диктант, а также презентация и запуск мобильного приложения для адаптации иностранных граждан в республике «Содружество». А в День народного единства пройдут праздничные онлайн-концерты творческих коллективов коренных малочисленных народов Севера. Сегодня открылся форум «Диалог народов, диалог культур». И в этот момент сегодня проходит конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как вот народы все сообща принесли эту победу. Также у нас будут концерты онлайн, тоже ко Дню народного единства, это обязательно. В республике продолжается работа по заключению социальных контрактов между Министерством труда и малоимущими семьями и одиноко проживающими гражданами. В этом году в пилотном проекте участвовало село Мадут Намского района. Также к проекту подключаются Оленёкский, Намский и Горный районы, а также село Кангаласы. Всего в реестре малоимущих граждан республики на сегодняшний день находится около 9,5 тысяч человек. В 2019 и 2020 году на социальные контракты выделялось 280 и 300 миллионов соответственно. В следующем году общий объем финансирования повысит в 2 раза за счет привлечения федеральных средств. В этом году должны в 2 раза больше семей вовлечь в социальные контракты. Для этого необходимо будет на уровне муниципальных образований организовать комиссии, которые будут сопровождать наши малоимущие семьи. Цели и задачи социального контракта – это сопровождение малоимущих семей. Это деньги будут выделены на образование, на приобретение дополнительных профессий и, конечно же, на лично подсобное хозяйство. Развитие игр «Дети Азии» обсудил министр спорта России Олег Матыцин в Москве. На встрече прозвучала информация о деятельности Международного комитета игр и о запланированных проектах. Министр отметил, что игры «Дети Азии» дают серьезный международный старт для многих юных спортсменов азиатского континента. Также подписан договор о дальнейшем сотрудничестве в организации 3-го международного саммита молодых профессионалов в сфере спорта. 2 предыдущих саммита объединили делегатов из более чем 20 стран.
Самые достойные нерюнгринцы получили награды к юбилею города. В канун праздника проходят первые мероприятия, где жители Нерюнгри награждают почетными знаками и грамотами, а также благодарственными письмами Госсобрания Илтумен и главы района. Подробности у Ирины Кичигиной. Подготовка к 45-летнему юбилею города подошла к завершению. Уже 6 ноября состоится долгожданный праздник для всех нерюнгринцев. Были вручены первые грамоты и благодарственные письма министерств и ведомств республики, главы республики, председателя правительства, главы Нерюнгринского района и районного совета депутатов, а также специальный почетный знак за вклад в развитие Нерюнгринского района. Несмотря на то, что в этом году не получилось большого, грандиозного массового мероприятия в рамках юбилея города и района, как это бывает всегда, но люди достойны наград, и поэтому все награждаемые были разделены на некоторые блоки, которыми занимались режиссеры и Центра культуры и духовности, и культурно-этнографического центра. И очень хочется, чтобы награда нашла своего героя. С праздником, дорогие нерюнгринцы! На сцене Центра культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина всех присутствующих поздравили глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский и председатель Нерюнгринского районного совета депутатов Валерий Селин. Некоторые награждения пройдут на предприятиях и в учреждениях на местах. Несмотря на более узкий формат торжества, настроение у тех, кто своими достижениями сделал все для процветания и благополучия города, было по-настоящему праздничным. Я очень рада присутствовать сегодня на таком замечательном празднике, юбилею нашего города, и получить награду от самого главы Нерюнгринского района. И, пользуясь случаем, хочу пожелать всем жителям и гостям города благополучия, здоровья крепкого, а нашему городу процветания и дальнейшего развития. В первый день различных наград были удостоены около 120 человек. Всего же к празднику за добросовестный труд, вклад в развитие Нерюнгринского района и в связи с празднованием 45-летия Нерюнгринского района и города Нерюнгри будут награждены более 200 нерюнгринцев. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Путешествие в Советский Союз могут совершить жители Алдана. Там открылась выставка в детской городской библиотеке. Сотни экспонатов в полной мере воссоздают колорит советского времени. К предметам старины прикоснулась Татьяна Вахнина. Это прадедушка современных счетно-вычислительных машин. Калькулятор исправен, а работает от сети. Все настольные и настенные часы нужно только завести. Машинка тоже функционирует. При желании на ней можно напечатать текстовый документ. В ящиках, бюро и секретерах масса полезных мелочей. От спичек и лезвий до лекарств и детских сосок. Так хранили всякую всячину советские люди. Воспоминания СССР. Я решила вот свою младшую дочку, значит, чтобы она, окунулась в мое детство. Путешествие в СССР. Под таким названием открылась выставка в библиотечно-информационном центре Алдана. Идея проведения выставки у директора центра Татьяны Ефимовой возникла в начале года. Множество экспонатов – личные вещи Татьяны Ивановны. Часть предметов автор нашла у друзей и знакомых. Этот приемник транслировал своим владельцам голос Левитана. В богатой коллекции пластинок найдется музыка и для праздника, и для души. К слову, граммофоны тоже еще могут послужить. В старом здании детской городской библиотеки остались некоторые невостребованные вещи. Решено было их сохранить. Это и был наш мини-музей. В январе 2020 года началось активное пополнение нашего мини-музея предметами старины. Домашний уют выставке придают портреты родных Татьяны Ефимовой, а эти фотографии были сделаны более 100 лет назад, в 1917-м. В гардеробе найдутся и обновки. Купленная вещь надевалась не сразу, вот и эта комбинация с биркой была бережно заложена на хранение. Очень знакомо. Я бы вот хотела посмотреть, как говорил алданский рабочий за 85-й год. Довольно-таки интересно, еще только начала смотреть, поэтому еще не могу сказать, но уже интересно. Все экспонаты выставки с историей. Специально для путешественников в СССР была изготовлена только школьная парта. Над ней работали алданские плотники по эскизам, найденным Татьяной Ивановной. А портфелем и ранцем успели попользоваться советские школьники. Во-первых, это для старшего поколения это очень интересно, а для младшего это нужно узнать историю, конечно, как жили мамы, бабушки.
Советский Союз был самой читающей страной. Библиотека имелась в каждом доме. Популярной была и пресса. Подшивку газет за 1954 год интересно прочесть и сегодня. В бумагах хранятся поистине бесценные листы. Это фронтовые письма. Выставка в детской библиотеке будет работать до конца года. В сложной эпидемиологической ситуации посещения выставочного зала не станут массовыми, однако сотрудники уверены, что времени погрузиться в прошлое хватит всем желающим. Также библиотекари планируют организовать виртуальные посещения. Татьяна Вахнина, Алдан. В Якутске готовятся к открытию уникального арт-объекта «Здесь был». Идея металлической стены с цитатами известных людей, посетивших северный регион в разные годы, принадлежит жительнице столицы Ладе Евсеевой. Она со своей идеей приняла участие во всероссийском конкурсе новых достопримечательностей «Культурный след», который реализуется на средства фонда президентских грантов. 800 участников из 64 регионов страны и всего 5 победителей, среди которых и Якутия. Ульяна Шагина побывала в мастерской, где идут последние приготовления перед установкой объекта. Уже совсем скоро уникальный арт-объект, выполненный из тяжелого металла, станет украшением столицы. Идут последние приготовления. Главная работа – это врезка, покрытие специальной порошковой краской и лазерная гравировка уже закончены. Проект единственный в своем экземпляре, поэтому многие моменты придумываются практически на ходу. Нет у нас такого вот проекта. Придется самому все подумать и на месте вот будем монтировать с завтрашнего дня. Арт-объект стал олицетворением смелой идеи Лады Евсеевой, человека с математическим образованием, который, попав под сокращение с головой, ушел в творчество. Сегодня Лада работает в историческом парке «Россия. Моя история», проводит тематические экскурсии для туристов. И, конечно же, по опыту знает, что в столице просто необходимы места притяжения не только гостей, но и самих горожан. Задача гида, краеведа показывать и наш город как луковицу, да, то есть чтобы человек, глядя на внешне непривлекательные там какие-то закоулки и улицы, он в конце, сняв эту шкурку, да, при помощи краеведа, он начинал плакать от судеб тех людей, которые здесь были. И так родилась идея этой стены. Прекрасно справился с задачей петербургский скульптор Иван Андреев. Эскиз стены в виде северного сияния – это полностью его идея. Единственной сложностью было то, что Иван Андреев ни разу не был в Якутии. Но при этом сама идея проекта его вдохновила, поэтому претворять ее в жизнь стало увлекательным занятием. Вот этот объект, арт-объект, он должен вдохновлять людей на какие-то, наверное, подвиги, может быть, каждодневные. Тот труд, который каждый человек совершает вот сейчас, и он должен понимать, что это не просто так все. Дипломат Николай Рязанов, графиня Анна Бестужева, академик Герхард Миллер, писатель Иван Гончаров. Даже сложно представить, что все они в разные годы посетили Якутию и оставили свой неизгладимый след в ее развитии. Их фамилии теперь выгравированы на памятной стене. Открытие объекта состоится 6 ноября на территории исторического парка «Россия. Моя история». Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели вторник, 3 ноября. Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.